сейчас на стриме, вот сейчас за чайником сходил, сейчас у меня стрим был, и был вопрос, хороший вопрос. Какая собака, вот, запоминающая собака была ли у меня? И одна собака на всю жизнь, я никогда не забуду его. По глупости я... Ой, ну как сказать? Ну, по глупости я убрал эту собаку. Я взял вторую собаку, западно-сибирскую, русско-европейскую лайку из питомника. Вообще не рабочая, блядь, ленивая такая собака попалась. А в надежде, что она будет работать, сучка была, в надежде, что будет работать, я убрал другую собаку, которая рабочая была. Знаете, вот именно рабочая. Ну, на вид я не скажу, что она так красивая, красивый кобель был. Красивый кобель. Хвост торчком так, даже не кулачом, а торчком такой был. Уши такие не стояли, а, как сказать, вот такие были. Но, знаете, вот, ну, деревенская такая собака была. Я вот у кого я взял вторую избу, там, ну, территорию, охотничью территорию, где я построил вторую избу, вот у этого хозяина я щенка взял. Щенка взял, держал этого щенка. Но я сейчас расскажу все, как было. Держал собаку, начал охотиться, но охотился вообще на другой реке, вообще от села 80 километров избушка. Но оттуда я переехал уже поближе, вот сейчас где вторая изба у меня. Короче, за 80 километров я охотился. Собака, но круги очень большие делал. Очень большие, далеко ходил. Приходилось на лай ходить очень далеко. Но если облает, если лай слышно у собаки, иди, что-то там есть. Белка или боровая дичь, но тогда боровая дичь много еще было. По несколько десяток штук я стрелял, ловил, было дело. И не надо писать, что из-за того, что охотник ловит, такое количество исчезло. Нет, не от охотника сейчас все это исчезло. Вот сейчас пустой лес. Это не от охотника. Что-то с природой, ребята. Не могу я доказать, что от чего, но что-то с природой не то. Ну да ладно. Пускай это экология или что там решает этот вопрос. Где мы живем? Даже мышки сейчас не бегают. Сколько сегодня ходил, ни одного мышки не видел. Крыс вообще нету у нас. Мышек нету. Все исчезло. Вот перелетные птицы сейчас более-менее поют, и осенью улетят. Полный штиль опять будет. Как я думаю. Короче, я охотился на этой дальней избе. Ну, одну только историю расскажу. А истории очень много было. С ними я охотился несколько лет. Короче, я по своему путику иду. Иду по путику. И собака начала лаять. Ну, недалеко, в принципе, там по пути шел, и спереди он лает. Иду. С левой стороны такой тягун, такое болото, пустырь, такое болото. А лес, ельник был. Ельник, сосны немножко, несколько штук там попадались. И знаете, вот собака лает, елка. Елка, одна елка, вот, а вокруг где-то диаметром или радиус, или не диаметр, а в радиусе 20 метров поблизости ни одного дерева нету. Что белка там перепрыгнуть или еще что-то не может. А собака активно лает на эту елку. Я взял,
дай, думаю, блядь, сяду и буду смотреть. Я вот сел, отошел от дерева, сел и начал снизу, с елки, снизу, каждый сучок так проверять, ну, что я вижу. Без оптики, без ничего у меня гладкоствольное, кроме гладкоствольное, никакого ружья еще не было. Ни мелкашки, ни карабина. И вот так иду, каждый сучок проверяю взглядом. Иду где-то до середины дошел. И чуть-чуть от середины выше, знаете, вот не туловище я заметил, а заметил вот шею. Вот ствол дерева. И вот если вот вы смотрите, вот за стволом дерева вот такая шея. Шея, знаете, вот молодой глухарь. Не годовалый, а молодой. Вот весной родился, а осенью я его уже заметил. До того собака вот если лает, только ищи. Все равно кто-то там сидит. И, короче, я этого глухаря я добыл, ну, выстрелил, он упал. Упал, и знаете, ребята, он до такой степени худой был. Я худой, но он худее меня. Понимаете? И вот у него клюв такой, и вот здесь вот под щеками там, знаете, вот кости все торчат, знаете, вот все это торчит. И туловище такое хилое такое. Ну, я взял, короче, этого, как сказать, добычу глухаря. Принес в избушку. Ну, кроме него, я не знаю, в тот день, кого я добыл или поймал, я не помню уже. Давно, это очень давно было. И начал я потрошить эту глухаря, ну, потрошить там внутренности, чтобы убрать. Там я, знаете, вот месяц я в лес поднимался, месяц там жил и обратно только спускался. Ни сотового, ничего не было. Я меньше месяца туда не ездили, потому что в такую даль. Поехал и все. У меня ветерок был, старый ветерок, еле-еле доезжал до избы, много раз ломался, когда поднимался. Какой там туда-сюда ездить? Бензин дорогой, дефицит. Я нигде не работал. Мне помогали бабушка с дедушкой финансам, там купят там топливо, съезжу. Если нет, так не получалось никуда. Тяжелые времена тогда, 90-е были. Если бы не пенсионеры, мало кто и выжил. Ну, выжить-то выжили, с голоду никто не помер бы, а все равно тяжело было. И, короче, когда я потрошил этого глухаря, внутренности, внутри, то есть, битком были эти ленточные глисты. Не в кишках, а внутри. Внутри вот полости этого тела. Там ленточные вот такие, вот такая ширина, длинные, как, знаете, вот, как цепочка. Вот цепочка, вот именно вот как цепочка там. Вообще жутко смотреть там. Вот поэтому этот глухарь был таким тощим, худым. Видно, глисты там пожирали все там, и он болел, в общем, этот глухарь. И у нас, как сказать, сейчас скажу, очень много было зайцев. По десяткам, и по несколько десяток штук тоже ловили. В основном петлями. Петлями и стреляли, но гончие собаки штучные были. И вот сейчас вот зайцев нету. А зайцев нету потому, что тоже такой мор пошел, мощный мор, что все поголовно зайцы умерли. Кто выжил, наверное, ушел. А сейчас вот
штучные экземплярчики тоже остались, их добывают лиса. Лис очень много. Но как много? Но лисы много, следов много. Поэтому говорю, много лис. И они вот целыми сутками гоняют этих зайцев и последние уже добьют. Какой там, хоть не плати там эти охот путевки там на пушнину. Вообще зайцев нету. Бесполезно там платить. Все равно никто не добывает этих зайцев. Это в Якутии там по 1000 штук, там вроде климат там еще в Сибири, в Якутии более-менее есть. А у нас я не знаю, что с климатом. Все там с глистами, там рыба и звери. И вот зайцы, вот когда мор там прошел, тоже стреляешь зайца, и тоже не в кишках, а в полости, в грудной полости, ну, полость тела там. Вот такие глисты. Вот такие глисты были. И знаете, вот как паста. Вот ручки там тоже такие, и, как сказать, острые они, эти глисты. И они, короче, там, знаете, вот перегородка, диафрагма, или как называется, там, где вот кишки, и перегородка, диафрагма, ну, если ошибаюсь, может ошибаюсь, и там уже легкие сердца, там, и вот эти диафрагмы, они прям насквозь прокалывают, ходят, видимо. И от этого, думаю, и они, зайцы, умирали. Это мое мнение такое. А сейчас вот так и живем, там, ходим, охотимся. Вот сегодня вот сколько километров я, ну, от силы там 3 километра, 3 километра так сделал и обратно пришел. Ну, без навигатора, ну, не знаю, не засекал там сколько километров, но вот за такое расстояние ни одного рябчика, даже ни одного рябчика не видел. Что-то меня на сон потянуло. Вот так и кушаем. Опять что-то я рассказал, ребята, вам. Одним словом, у меня собака была. Но дурак я убрал эту собаку. Но он же этот, после последнее время я начал красть все подряд. Вот ловушки у меня стояли, рябчики попадались. И по путику иду, и впереди меня как начнет идти, и все рябчики вырывал, ел, короче. Из-за этого я на него разозлился и, короче, думаю, бестолковый ты собака, и оказывается, я такой хозяин, блин. И после этого у меня, вот после этого, как я не воспользовался этой собакой, как нормально там можно было еще несколько ну, еще несколько лет охотиться, скажем, не по своему путику, а вот по другим местам ходить. Он лает, там искал, хорошо работал, но я понадеялся на русско-европейскую лайку. А фигня это оказалась. После него у меня собак толковых больше не было. Одну собаку начну держать, там какой-то минус, другую собаку минус. Ну айда вот сейчас вроде там поблизости, если находит, там облает, но трусливая стала вообще, жизнь как трусливая. Тулан непонятный пока. Воды боится. Воды боится. Белок лаял, облаивал там, и в прошлом году осенью глухаря, ну, с Айдой там одного глухаря облаяли.
но уже лаял тоже. Самостоятельно облаивал. А пока ничего сказать не могу, что дальше будет. Речку-то рано или поздно он все равно перейдет. Это просто придется еще подождем. А перейдет. Главное, чтобы было звери, птицы в лесу. Вот. Все вообще, ребят. Я сейчас буду обедать. Не буду уже чавкать перед экраном. Потом доделаю свою работу здесь, территорию уберу. И, наверное, буду закругляться. Соберемся и обратно потихоньку поплывем. Сейчас по течению быстро. Это против течения как-то тяжелее, а по течению как скорость наберет моторка там. Быстро поедем. Вот так. Все, короче, я обедаю. Они не голодные, выборочно кушают. Uno еще есть антенны. Ну-ка, мона. Маш. Выборочно кушают там. Ну, в течение дня соберут остатки. Так, у нас яички тут. 2 яички. И котелок тоже надо помыть. Сейчас наберу воды. И оставлю так пока. Вот так вот. Костер потух. Жалко, конечно. Позже помою костерок, но еще придется разжечь. Последний момент уборки. Короче, видеокамера зависла и не смог заснять. На 8 секунде камера остановилась. Короче, как я граблями работал, уже не заснялось. И вот смотрите, что осталось от того мусора. Мелкие щебенки еще остались. Ну, как бы не щебенки, а вот этот мусор, деревяшки, сучки. А основное я все убрал. И летом, когда я буду траву скосить, там с травой еще повторно граблями уберу. И все ништяк получится. Ну, вот такие мусора еще. Такой мусор еще осталось.
Но это не принципиально. Можно и оставить. Вот так. Так. Ну все, я на сегодня работу закончил. Территория, чистота, порядок оставляем. Сейчас уже на эту избу я приеду только на сенокос в июле. Еще, когда я буду подниматься на вторую избу, еще, может быть, еще остановлюсь. А так в планах у меня сейчас в данный момент до июля сюда, наверное, не приеду. Ну, может, так, спонтанно такой, какой-нибудь поход сообразим. И вот смотрите, жесть, вот приблизишься, вот не видно, а вот видите какой-то зеленый слой такой. Это снег растаял и такой слой такой, непонятно вон. О, желто становится. Видели? Это будут писать, что это пыльца. Может быть от березы пыльцана. Но я все-таки склоняюсь к тому, что это не пыльца, а какая-то с небес, что-то какой-то осадок идет. Вот. Видели, что творится? Вот поэтому у нас и мышь нету, и крыс нету. Все погибает, исчезает. Все умирает. Вон. Видели, где я протер там? Место такое. Там полмиллиметра, наверное, слой такой. Не знаю, что это. Но что-то идет с небес. Какой-то осадок. Я, ребята, еще пацаном был. И на рыбалку с дедом ездили мы. Рыбачили. И я не знаю, в каком году это случилось, но первый раз мы заметили по речке такое вот, как сказать, как пленка начала идти зеленоватого цвета. И считай, когда еще дед там охотился и прадед, там на такие опыления никто внимания не обращал, потому что не было такого. А сейчас явно какой-то осадок идет. И вот в те года вот мы с дедом поднимались по речке, и что за фигня там, он начал удивляться, что это там по речке плюет, там видно как какая-то пленка. И все стали говорить, что это от елки что-то, я не знаю, пыль от елки там туда-сюда начали там придумывать. И с тех лет там все время идет и идет. Так что это не пыльца, ребята, это что-то оттуда. Тысячи ракет там летают туда-сюда, и самолеты, тысячи самолетов. Не знаю, что-то, какой-то осадок все-таки идет. Хочется мне, вот мне хочется доказать всему миру, чтобы не поверили, что просто так из наших лесов, из нашей тайги не исчезает птица и звери, там, птица и рыба. Я все равно в своем мнении, как сказать, буду стоять на своем мнении и спорить ни с кем не собираюсь. Потому что многие говорят, что это пыльца от березы. Но желтая перчатка становится она. Желтая. Вот сейчас вот, если пыльца там, она зеленая вон, от березы.
И я не вижу, нету. Кустарники я трогаю. Перчатки чистые. Если от березы, так проведешь руками. И должна быть тоже зеленоватая, желтоватая цвета. А тот осадок, что на лодке, это с небес идет. И вот почему сейчас у сотни тысяч людей в больницах больше обращаются с аллергией. Аллергия там у многих. Вот я тоже в тайгу пойду, и все сразу там нос перестает дышать. Это незаметно. Вот ты не замечаешь это, что откуда-то какая-то радиация или еще какая-то осадок идет. Ты не заметишь. А вот видно на лодке сколько уже, какой слой. Может от солнца идет. Не знаю. Может быть даже от солнца, потому что сейчас жаркие дни были, в эти дни 30 градусов. Вот я опять возвращаюсь к своей лодке, вон, смотрите. Надеюсь, видно. Видите? Вот на камеру, конечно, непонятно там. О. А так я четко я вижу. О. Атомная радиация от ракет этих, что с Плесецка. Через с Плесецка, с Архангельской области ракеты спускают. Через нас он летит куда-то. Вишерские болота вон там. Туда остатки падают от ракеты. На болотах, в лесах. Куча этого металла. И все твердят, что это пыльца. Скоро вообще ничего не останется в лесу. Чем больше ракет, тем меньше птиц и зверей в Коми республике. Может где-то какие-то уголки есть, но именно Карткоровский район, где я охочусь, мало что осталось уже. Вот так. Все, наверное, я буду сейчас, в принципе, собраться. Хотелось бы еще свалить вот это дерево, но без домкрата уже не буду в одиночку ничего делать. Да, и ветер оттуда не по пути. Если с южной стороны, юго-восточной стороны, в ту сторону, чтобы, я думаю, надо свалить в восточную сторону. Потому что сучья, большие сучья в левой стороне. И когда ты валишь дерево, надо смотреть сучья. Где больше сучья сучья тянут деревья. Если ты, наоборот, будешь валить, все равно у тебя прижмет там пилу или еще какая-то травму получишь, или еще сучок какой-то упадет на голову, и будешь всю жизнь смеяться, улыбаться. Нет, пока пусть стоит. Но уже все сгнило там конкретно. В эти года, или в этом году, или в следующем году, думаю, уже сам по себе свалится. Не знаю, только вот в какую сторону.
Ну вот, ребята, заканчивается наш поход. Догорает костер, я там мусор сжег. Там бумажка нам только горит. Даже древесина не загорелась. Ничего страшного. Смотрите, сколько дров осталось на лето. Ну, запросто могут использовать попутчики. Мне не жалко, пусть пользуются, костер делают, чай варят, отдыхают под крышей. А избушку на лето я закрыл. Закрыл, потому что с села приезжают молодежь, гуляют. Это мне не нравится. После них все время бардак остается. А сейчас у меня все наши нившицкие знаю, что дверь у меня закрыта, и сюда не стараются заезжать. Собаки довольны, думаю, тоже нагулялись. Вот такие дела. Повторяться уже не буду. Здесь все убрано, там закрыто. Короче, сейчас заведем моторку и поплывем обратно домой. Где-то сейчас вот покажу. Покажу я сколько вот за... Вот сейчас время посмотрю. 14 часов 44 минуты. Уже 3 часа почти, без 23. И где-то в 7 часов утра, наверное, вода, вот, я отмечал, вот, не помню сколько времени было, сантиметров 15 воды ушло. Знаете, быстро-быстро вода уходит. Как вода прибыла, так же и падает. Так что через недельку свое русло уже возьмет. И может быть на следующей неделе уже поднимемся на вторую избу. Но по такой воде я не поднимусь, слишком большая. Как вода спадет, более-менее, и пока комаров нету, надо по-быстрому хоть 1-2 ночи там побыть и обратно возвратиться. А как выйдут комары, это полный дурдом первое время будет. Там в июне там вообще ужасно. Там тучи комаров, и они злые, я не знаю какие. Вот такие дела. Ладно, сейчас поедем. Там по пути, может, еще что-нибудь поснимаю. Так бы на буран садился. Все, поплыли, короче, поплыли. Ну вот и все, ребят. Там тоже охотники, рыбаки. Видно, 2 моторки стоят. Останавливаться не будем, поплыли.
изба тут, ребята, вон смотрите, целое хозяйство было, там хлев был, амбар, изба, здесь луг, смотрите, что осталось, ничего не осталось, один лес, тайга, сосны, такой хороший, большой, мощный луг тут был, для коровы тут сено заготавливали, вот смотрите. Как будто ничего и не было. Мы еще помним и будем помнить, а наши дети уже никогда не будут знать, что здесь луг когда-то был. Вот такие дела. Вот с другой стороны также изба. Везде кругом избы. Еще изба как бы с хозяевами, тут сено заготавливают, здесь озеро большое даже. В принципе, можно попробовать проскочить, но вряд ли, наверное, получится, там уже вода упала. Много можно срезать, короче, пару поворотов. Но нифига уже не получается, ребята. Во. Да, вода упала. Можно постараться, конечно, но мне это в принципе не надо. Давайте лучше обратно выйдем на речку. А так можно напрямик вот здесь проехать. Здесь изба тоже. Здесь как-то поход был, я тоже проходил здесь. Раньше кругом на каждом повороте избы ставили. Ладно, хотел напрямик, но не получилось, там действительно уже мелко. Ну что, ребята, вы уже почти на месте, там осталось-то буквально 200 метров. Здесь лодку не будем оставлять, заедем на то же место, где и начинался наш поход. Там у нас машина. Спасибо, кто досмотрел очередной фильм. Вода падает. Нормально все. Дождик начался, погода портится уже. И дальше у нас дождливые дни начнутся. Снегопад, дождь, пасмурно, холодно. Все, короче. Всем спасибо. Всем удачи и пока. Вы на месте, вы дома.